В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные темы к этому часу. В Амге состоялась премьера документального фильма «Амма сетевой Волоктара». Показ растрогал зрителей. «Семья – наш общий ресурс». Под таким названием в Тампонской гимназии прошел первый семейный форум. В Хангаласском Лусе объявили победителей премии «Туйгун». Награды вручили по 18 номинациям. В Якутске продолжится расширение Покровского тракта. В 2025 году в рамках реализации плана дорожных работ начнется строительство подъездных путей к Ленскому мосту. Реконструкция Покровского тракта от Чернышевского до поста ГИБДД подразумевает расширение данных улиц до 4 полос. На региональной дороге УМНАС продолжится работа по реконструкции участка до 4-полосного от села Владимировка до поворота на Табагу. Строительство моста станет ключевым инфраструктурным проектом, который свяжет 3 федеральные и 5 региональных автодорог, повысив интенсивность грузоперевозок и пассажиропотока на федеральных трассах Вилю, Лена и Колыма. По данным Министерства труда и социального развития Якутии, в текущем году заключено 4132 социальных контракта. На эти цели было направлено 616 миллионов рублей, в том числе 344 миллионов из федерального бюджета. Специальный контракт – это мера финансовой поддержки малоимущих, позволяющая им открыть собственное дело, завести подсобное хозяйство, либо повысить свою квалификацию или пройти профобучение с последующим трудоустройством. В Нюрбинском районе реализация программы переселения из аварийного ветхого жилья продвигается успешно. Недавно был введен многоквартирный пятиэтажный дом на улице Кузакова, и буквально через неделю состоялось торжественное открытие второго объекта по улице Комсомольская. Пятиэтажный дом площадью 2650 квадратных метров оборудован домофоном. Все квартиры с отделкой и оснащены счетчиками воды, тепла и энергоснабжения. Оба дома возведены в рамках программы переселения из аварийного жилья. В Агату состоялся диалог о развитии аграрного образования Якутии. Приняли участие порядка 80 представителей образовательных учреждений, органов власти, а также эксперты в области сельского хозяйства и агрономии. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Ключевое событие в сфере аграрного образования республики. В стенах Агату состоялся диалог среди тех, кто трудится на благо сельских территорий. До 2030 года собственное производство должно быть увеличено в 1,5 раза. Однако в хозяйствах не хватает специализированных кадров. Без машины можно жить, а без еды, особенно, да, вот это получается, мы не сможем. Поэтому это считается как продовольственная безопасность. Сейчас уже по всей России министр сельского хозяйства Ольга Николаевна Лут поставила задачу открывать агроклассы так, чтобы открыли, все были направлены на это. Ну, это один из главных вопросов. Без еды мы никак не проживем. Всегда будет востребовано вот это направление сельскохозяйственное. Диалог состоялся в том числе для того, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед аграрным образованием, наукой и производством, а также построить прочный фундамент для будущих поколений. Наша школа является агропрофилированной с 2009 года. У нас основное направление растениеводство и овощеводство. Ну, основной вид культуры у нас капуста. Также мы с прошлого года занимаемся семеноводством капусты белокочанной сорта «Слава». За последние 3 года у нас 11 всего студентов поступило в Агату. Особое внимание было уделено агрошколам Якутии, которые становятся важными центрами для подготовки будущих специалистов. На площадке обсудили особенности приемной кампании в следующем году. Теперь подать документы можно с 20 июня. Места определены по специальностям среднего профессионального образования. 125 бюджетных мест выделено в наш вуз. Значит, по квалификациям как программист, на механика, теплотехника, агронома, зоотехника и на землеустройство. По программам высшего образования ожидаются. Диалог стал важным шагом на пути к укреплению аграрного образования в Якутии и созданию устойчивой основы для развития сельского хозяйства в республике. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Амге состоялась премьера документального фильма «Амма сетевой Волоктара», посвященный Дню энергетика. Картина рассказывает о ветеранах амгинской энергетики 70-80-х годов, о их трудовых подвигах, жизни и семье. Первоначально предполагалось написать книгу о ветеранах, но потом было принято решение увековечить их память в формате фильма.
Фильм создан студией «Амма Продакшн» под руководством режиссера Евгения Николаева. Фильм состоит из воспоминаний ветеранов, которые стояли у истоков Амгинской РЭС и провели уникальную работу в очень сложных условиях. О их трудовых буднях, о жизни и семье. На показе фильма присутствовали дети и семьи героев. В 2024 году с июня месяца мы начали съемки. Съемки были очень эмоциональные, душевные, потому что мы снимали в те моменты именно чисто семейные, да? Семейные, их дети, внуки, эмоциональные, есть какие-то случаи из жизни, из производства, ребята всякие случаи рассказывали. Поэтому данный фильм, я думаю, сейчас идет показ, и сами зрители скажут. Фильм не коммерческий, фильм именно чисто социально ориентированный. Фильм, он будет потом отправлен именно в социальные сети. «Семья – наш общий ресурс». Под таким названием в Тампонской гимназии имени Вячеслава Штырова прошел первый семейный форум. Подробнее расскажут наши коллеги. Мероприятие не только объединило родителей, учителей и учащихся, но и стало пространством для семейного творчества и образования. В фойе классах была представлена россыпь активности для каждого. Дети организовали мастер-класс по шахматам для желающих. Родители провели познавательные мастер-классы по изготовлению бумажных елочек, украшений из шишек, съедобных кормушек. Мама выпускника Матрена Стручкова поделилась с учащимися 9-11 классов приемами саморегуляции перед экзаменами. Мы узнали очень много интересного, узнали, как снять тревогу и волнение на экзамене, а также несколько лайфхаков, как в старости не быть сутулыми, красивыми и оставаться такими же молодыми. Параллельно состоялась медопредметная олимпиада. Это первая семейная олимпиада, которую поддержали своим участием самые активные родители с детьми. Моя дочка ученица 7 класса. Впервые в этот год семьи мы решили принять участие в семейной олимпиаде. Мы прошли викторину, волновались, переживали, но все прошло хорошо. И я считаю, что такие мероприятия объединяют родителей и детей, что очень даже хорошо. Одним из самых важных событий этого многогранного дня стала встреча отцов, на которой обсуждали роль отца в воспитании ребенка. Сегодня прошел совет отцов, выбирали председателя. В совете отцов у нас 2 ветерана боевых действий. Я предложил принять участие в республиканском десанте ветеранов боевых действий и активно участвовать в этой работе отцов. Примечательно, что в Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова сложилась добрая традиция преемственности поколений, когда за родителями, старшими сестрами и братьями идут учиться младшие, своими успехами и достижениями, принося гордость и славу родному образовательному учреждению. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Суббота, 28 декабря, не будет сокращенным рабочим днем. Роструд напомнил, что выходной с 28 декабря был перенесен на понедельник, 30 декабря. Таким образом, новогодние выходные составят 11 дней с 29 декабря по 8 января. Для россиян, работающих 6 дней в неделю, 28 и 30 декабря будут полноценными рабочими днями. Выйти на работу после новогодних праздников нужно будет в четверг, 9 января. То есть первая рабочая неделя будет самая короткая в предстоящем году – двухдневная. 13 талантливых самозанятых и местных производителей Усть-Алданского улуса приняли участие на традиционном новогоднем выставке-ярмарке. Несмотря на малое количество производителей, как отметили покупатели, качество изделия с каждым годом улучшается. Также некоторые студийные самозанятые провели мастер-классы по елочным игрушкам, окраски новогодней свечи. В этом году новинками стали фигурки Чесхана и елочные юбки. Такие выставки, ярмарки у нас проводятся каждый год. И постоянно, да, в каждые праздники. Вот новогодняя выставка, ярмарка у нас в продаже в основном новогодние подарки, елочные игрушки. В Хангаласском улусе объявили победителей премии «Туйгун». Торжественная церемония собрала лучших из лучших по итогам уходящего года. В этом году награды вручали по 18 номинациям. Подробности далее.
Премия «Туйгун» представляет собой ежегодное подведение итогов в районе, когда отмечают не только выдающихся работников в своей сфере, но и символически закрывают тематические года. Нынче это год семьи в России и год детства в Якутии. Неудивительно, что первыми были объявлены лауреаты улусного конкурса «Семья года», который проходил в формате онлайн на площадке социальной сети ВКонтакте в течение полугода. Семьям периодически давались различные задания, которые нужно было выполнять совместно. Например, воспроизвести старое фото, сходить по ягоды и грибы, устроить литературный вечер, сделать зарядку и так далее. В результате победители были определены по 3 номинациям: лучшая молодая семья, лучшая многодетная семья и лучшая замещающая семья. Мы могли вот на 2 номинациях выступить. Либо многодетная семья, либо вот замещающая семья. У нас вот мальчик есть на попечении под опекой, и поэтому вот мы выбрали вот именно вот эту номинацию «Замещающая семья». Вот это мероприятие, вот конкурс, она вот развивает ценности семейные. Вот очень интересно было то, что отрадно, наши дети вот сплачиваются, все вместе. И им очень понравилось участвовать. Задания творческие были. Задания творческие, очень различные, интересные были. Лучшим сельскохозяйственным предприятием года стал сельхозкооператив «Хаксык», расположенный в Техтюрском наследии. Это предприятие безупречно перевыполнило планы по сдаче сырого молока и заготовке грубых и сочных кормов. Кроме того, в этом году «Хаксык» стал резидентом территории развития местного производства долины Эркени и отметил свой 30-летний юбилей. Став резидентами, нам предстоит очень большая работа. Это производство новой технологические работы и увеличение количества рабочих мест и производство мясных полуфабрикатов. В течение вечера звучали имена победителей в таких традиционных номинациях, как «Лучшая школа», «Лучший общественник», «Лучший предприниматель». В то же время были и не самые типичные номинации, например, «Лучший детский театральный коллектив» и «Лучший руководитель спортивной федерации». Кульминацией вечера стало объявление лучших муниципальных образований района. В категории с населением свыше 1000 жителей победил Мальжигарский первый наслег, а в категории с населением менее 1000 жителей – Жемконский первый наслег. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в дальнейших эфирах.